Китайское государство назначило сотрудников, которые ежемесячно в течение недели будут жить в домах мусульман. Отныне Китай будет контролировать и дома, которые являлись единственной зоной уединения для уйгурских семей. В ходе интервью с турецким отделом Евроньюз, бежавшая в Соединенные Штаты вместе с семьей Зумрат Дауд сообщила, что ранее в их дом разместили 4 китайцев, которые прожили с ними 62 дня. Зумрат всего лишь одна из тысяч уйгуров, которые подверглись давлению Пекина. Более миллиона уйгуров и других тюрков содержатся в концентрационных лагерях. Остальные также находятся под контролем китайских властей. В школах, на рабочих местах и в мечетях за ними ведется круглосуточная слежка. По словам женщины, китайские сотрудники проверяли наличие в доме Корана и молится ли ее семья. Китайцы спрашивали детей, ходят ли они в мечеть и разговаривают ли с ними родители о Боге. В 2018 году эту программу расширили и назначили около 1 миллиона служащих женского и мужского пола. Комитет по иностранным делам Британской палаты представителей 16 сентября объявил, что решил инспектировать концентрационные лагеря, расположенные в уйгурском регионе. Председатель комитета Там Тугенхат сообщил, что до 30 октября комитет соберет доказательства о лагерях, обсудит, как оградить британские компании от использования принудительного труда и как организовать поддержку уйгурам, находящимся за рубежом. У нас имеются неопровержимые доказательства того, что более миллиона человек находятся в так называемых лагерях перевоспитания, подчеркнул Тугенхат. Знаменитая шведская компания по производству одежды прекратила закупку хлопчатобумажных изделий, производимых уйгурами в Восточном Туркестане под давлением китайских властей. Администрация Пекина подвергает уйгуров и других тюрков притеснениям, ассимиляции и трудовой эксплуатации. Компания H&M расторгла контракт с китайской компанией Huafu Fashion, которую обвинили в использовании труда подневольных рабочих. Представитель фирмы H&M Ульрика Исаксон сообщила Bloomberg News, что они перестали покупать хлопок, поставляемый китайскими компаниями из Восточного Туркестана, и приняли необходимые меры предосторожности. Вашингтон выдвинул обвинения в отношении 5 участников китайской хакерской группы за их роль в кибератаках на более чем 100 американских компаний, сообщил в среду телеканал NBC News со ссылкой на Министерство юстиции США. Согласно обвинительным документам, граждане Китая совершали атаки для того, чтобы получить доступ к системам по всему миру. В частности, они совершали нападения в целях вымогательства. Эти хакеры, согласно данным ФБР, входят в группировку APT-41 и имеют связи с властями Китая. По мнению Вашингтона, Пекин не сделал ничего для того, чтобы сдержать эти кибератаки. По данным Федеральной прокуратуры США, они подвергали кибератакам телекоммуникационные компании, властные структуры, а также военную и научно-промышленную отрасль. По данным Минюста США, по отдельному обвинению задержаны 2 малайзийских бизнесменов. Им предъявлены обвинения в помощи хакерам, которые получили выгоду от вторжения в индустрию видеоигр. Глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США. Как отметил Эспер, Москва и Пекин модернизируют свои вооруженные силы и расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве. Он подчеркнул, что США и их партнеры должны защищать свои основополагающие принципы и образ жизни. Космическая гонка между США и Россией обострилась после того, как на Венере были обнаружены следы жизни.